Пельмени про бешбармак нарын – это только несколько из многих знаменитых блюд стран Шелкового пути. Сегодня в рамках проекта «Общая идея» мы обсудим кулинарные традиции наших стран и как на эти традиции повлияла национальная культура. У туркменского народа есть те же национальные блюда, присущие всем тюркским народам. Это плов, курдак, кебаб и другие. Среди них можем отметить исконно туркменские – тамдыр-лама и дограма. Тамдыр-лама – это мясо, которое готовится в национальной печи тамдыре. Мясо в тамдыре получается очень нежным. При подаче к нему добавляют вареный лук, картофель и морковь. Туркменский дограма, что в переводе означает «покрошенное», готовится из специального твердого хлеба, тонкой лепешки, отварной баранины, курдючного жира и репчатого лука. Все ингредиенты измельчаются, перемешиваются, и два нехилых мужчин в 4 руки мнут все это дело. Дело очень нелегкое, надо мять так, чтобы один толкал в сторону другого и наоборот в течение где-то получаса, пока хлеб не вберет в себя жир и сок лука. Употребляют иногда в сухом виде, хотя сухим его после такой обработки не назовешь, но обычно подают в миске и заливают горячим бульоном. В мире дограма также широко известное блюдо. В международном фестивале Embrace the World, Embrace the Diversity, состоявшегося в 2023 году в Пекинском транспортном университете, его признали лучшим блюдом фестиваля. Такие вот пироги. Китай обладает большой территорией, множеством этнических групп и длинной историей. И поэтому китайская кухня богата на различные вкусы. На севере, где климат холодный и засушливый, ограниченный выбор овощей. Поэтому преобладают мясные и мучные блюда. Для праздничного стола народ лепит из теста фигурки животных, растений и иероглифы. Традиция приготовления на пару цветочных булочек существует уже 1000 лет. На юге Китая, где выпадает много осадков, основной культурой является рис. Там популярны рисовые продукты, такие как рисовая лапша, пироги и рулеты с начинкой. Особенно юго-восточный регион Китая, находящийся в дельте реки Янцзы, издревле известен как земля рыба и риса. Местная кухня отличается изысканностью и сложностью приготовления. Требуя навыков работы с ножом, одно из популярных блюд региона – рыба-белка в кисло-сладком соусе. А вот юго-западный регион Китая известен острым вкусом. Местные жители предпочитают острую пищу для поддержания здоровья. Регион славится своими специями, такими как сычуанский перец, перец чили и имбирь. Самое известное блюдо – острый китайский самовар – хого. Круглый год в южном прибрежном регионе Китая относительно высокая температура. В рационе жителей преобладают морепродукты и овощи. Главное – свежие ингредиенты и оригинальный вкус. В прошлом году в Пекине прошел форум «Пояс и путь». На приветственном банкете первым горячим блюдом было чэнцзяфу, что дословно переводится как «семейное счастье» и символизирует единство и гармонию участвующих стран. В течение многих веков Великий Шелковый путь обогащал нашу культуру питания. Кинзу, чеснок и лук привезли в Китай по сухопутному маршруту, а перец, помидоры и картофли по морскому. Страны вдоль Шелкового пути схожи не только в историческом контексте, но и в кулинарных традициях. Далее мои коллеги расскажут вам о национальной кухне своих стран. Национальная кухня Узбекистана имеет древнюю историю и тесно связана с узбекской культурой, традициями, географическими и климатическими условиями. Поскольку наша страна находится на перекрестке караванных дорог легендарного Великого Шелкового пути, кулинарные традиции близких и далеких соседей оказали глубокое влияние на разнообразие и богатство блюд нашей кухни. Рецептура яств узбекской кухни действительно огромна. Известно более 100 видов плова, 60 видов супов, 30 видов шашлыка. Узбекская гастрономия очень широко развита. Каждый регион имеет свои особенности, начиная от специй, заканчивая до приготовления мяса в своих традициях, также хлебов и сладостей. Очень богата в Узбекистане сезонность продуктов. Летом это наши фрукты, овощи, зимой это наш гранат, тыква, наши клубни плоды, которые выращиваются. Наша команда Ассоциации поваров Узбекистана в 2016 году внесла плов в нематериальный список культурного наследия ЮНЕСКО.
И это считается тоже с гордостью. И также мы принимали участие при приготовлении 8-тонного плова, который вошел в рекорды Гиннесса. Плов – самое популярное блюдо в Узбекистане. Его готовят повсеместно. Это блюдо и на каждый день, и на особые праздники, как светские, так и религиозные. Особенности узбекской кухни, как и во многих других национальных кухонь, обусловлены спецификой местного сельского хозяйства. В Узбекистане очень хорошо развито зерновое хозяйство, поэтому важнейшее значение в местной кухне имеет лапша и хлеб. Также в нашей стране широко распространено овцеводство, и наиболее популярным употребляемым в пищу видом мяса является баранина. В свою очередь, Ассоциация поваров Узбекистана с Комитетом туризма Республики Узбекистан активно проводит различные фестивали, гастрономические туры, различные симпозиумы. Наше представительство отправляет за рубеж специалистов для ознакомления узбекской национальной кухни для наших иностранных друзей. Узбекская кухня очень богата и разнообразна. Не случайно она признана лучшей кухней мира в опросе National Geographic 2019 года. У нас очень аппетитная, вкусная, богатая, витаминизированная и разнообразная пища. Не зря один из самых популярных туров в Узбекистан – гастрономический. Мы по-настоящему гордимся своими традициями и своей национальной кухней. Что еще, как не национальная кухня, может рассказать о представителях населяемой страны и ее народе? Казахская традиционная кухня очень разнообразна, вкусна и необычна для многих. Однако в условиях резко континентального климата и проживания в суровых условиях степей в древние времена именно особенности кухни помогали кочевникам справляться с погодными условиями и довольно непростым образом жизни. Главный символ национальной казахской кухни – бешбармак. Подают его в специальной посуде из дерева – астау. Бешбармак готовят из вареной конины, баранины и говядины, тонкого теста и луковой подливки. Если перевести дословно, бес по-казахски 5, а бармак – палец. Казахские и другие кочевые племена не использовали во время еды столовые приборы, а ели руками. Что интересно, на западе нашей страны бешбармак подают из рыбы, что тоже очень вкусно и необычно. Еще одно блюдо, которое мы продемонстрируем вам в этом заведении – сырне. Мясо молодого барашка тушат несколько часов, что делает его очень нежным, буквально тающим во рту. Один из деликатесов к столу – каза. Это нежная домашняя колбаса из конины. Кроме того, на стол всегда кладут выпечку и десерты. Баурсак – жареное тесто круглой, иногда квадратной формы. Житешельпек – 7 лепешек. Казахи готовят в особые дни, на религиозные праздники, в похоронно-поминальных обрядах, по четвергам или пятницам, в день поминания духов предков или в кризисные дни жизни человека. Кисломолочное угощение – корт, сделанное из молока и соли, очень любят дети. Из сладкого на столе вы всегда увидите жент. Это десерты из стара, жареного проса с добавлением сахара. Рамшик – сладкий творог. Кроме того, вас угостят вкусными молочными напитками. Кымыс – это кобылье молоко, шубат – верблюжье молоко, айран и, конечно, традиционный казахский чай с молоком. Сегодня мы пришли специально в одно из заведений столицы Казахстана, чтобы продемонстрировать вам богатый стол Дастархан. Самое главное, хотелось бы довести до людей, чтобы, скажем так, казахскую кухню нашу попробовали. У нас изумительно вкусная кухня. Недавно я приводила сюда своих иностранных гостей, друзей. Я хотела очень сильно познакомить их с нашей национальной культурой, с нашими блюдами и впечатлить их нашими традициями. Сегодня мы рассказали вам об основных блюдах, но это, конечно, не все, чем может похвастать народная кухня. Обязательно приезжайте в Казахстан, чтобы открыть для себя и другие угощения. Ведь у нас в стране большое изобилие национальных ресторанов, которые удивят вас своим интерьером, подачей, историей и, самое главное, вкусом. Азербайджанская кухня – одна из самых интересных на Востоке и заслуженно пользуется широкой известностью благодаря своей оригинальности и неповторимости. Классическая азербайджанская трапеза, как правило, длится достаточно долго – около 3-4 часов, и всегда начинается с чаепития. В Азербайджане употребляют в основном черный, байховый, листовой чай. После чаепития и задушевных разговоров подают салаты и закуски. Затем подают один из супов. Это либо всевозможные мясные, рыбные или куриные супы, либо супы, приготовленные из гатыга, кислого молока. Вторые блюда готовятся также из мяса, птицы и из рыбы. Рыба добывается в Каспийском море, а ассортимент рыбных блюд также разнообразен, как и мясных. Это и шашлыки, и люля-кебаб, и кюфте, а также печеная, жареная, отварная, тушеная рыба.
Центральным блюдом в трапезе всегда является плов. Плов считается королем всех блюд. В азербайджанской кухне насчитывается около 200 видов плова. Основным мясом в азербайджанской кухне является баранина, но наряду с этим употребляются и телятина. Мясо используется в первых и вторых блюдах, также для приготовления холодных закусок и пирожковых изделий. Обилие мясных блюд, в том числе и долмы, настолько разнообразно, что поражает воображение. В основном готовят классическую долму в виноградных листьях или же учбаджи долму в помидоре, перце и баклажане. Одним из самых распространенных и любимых блюд в Азербайджане является шашлык, кебаб. Для кебаба используются не только особенные части самой баранины, но и внутренности, почки и печень. Из рубленого мяса готовят люля-кебаб. Это одна из разновидностей шашлыка. К кебабам также относятся тава-кебаб – шашлык в виде котлет. Безусловно, ко всем вышеперечисленным блюдам подается хлеб. Азербайджанцы с особым трепетом и уважением относятся к хлебу и считают его богатством накрытого стола. К хлебу относятся так же, как к Корану, и дают клятву на хлебе. Ну а в конце трапезы вновь подается чай со знаменитыми на весь мир самыми вкусными, неординарными национальными сладостями. Также к чаю подаются разные виды варенья. По окончании трапезы подаются разнообразные фрукты, сухофрукты и орехи. Приезжайте в Азербайджан, чтобы все это непременно попробовать. Кыргызская еда очень разнообразна. Она вобрала в себя традиции кочевых предков и других народов. В Кыргызстане любят баранину, конину и говядину. Любят и курдак – куски мяса, жареные с луком, и джаркоп – вареные ромбики из теста и обжаренное мясо или печень с овощами. Чучук – это конская колбаса с подреберным жиром. Обычно его подают в количестве 2-3 кусочков, так как это деликатес. Есть и другие популярные кыргызские блюда, похожие на колбасу. Быджи – вареная очищенная баранья кишка, набитая фаршем из мяса, печени, крови, риса, муки и специй. Герчуё – баранья грудинка на углях. Олово – легкие в молоке. Праздничное блюдо таш-курдо, что в переводе означает «каменная еда». Также в нашей стране очень любят молоко и продукты, которые сделаны на его основе. На столах можно увидеть сарымай – топленое масло, быштак – творог из кипяченого молока, каймак, похожий на сметану, и курот – сушеные кисломолочные шарики. Блюда кыргызской кухни всегда подают с хлебом. Без него стол считается пустым. Есть нан – лепешка, которую готовят в тандыре. Также некоторые хозяйки готовят джубка – слоеную лепешку. Токоч – лепешку из дрожжевого теста. Есть еще май-токоч – это небольшие лепешки, которые могут быть как пресными, так и сладкими. Чабаты и каттама – слоеные лепешки. Застолье в Кыргызстане начинается и заканчивается чаем. Южане любят зеленый чай, на севере черный. На Иссыкуле и в Нарыне привыкли к чаю с жирным молоком и кусковым сахаром. Есть курма-чай. Его готовят из молока, жареной муки с добавлением соли. Айран – кисломолочный напиток. Когда наступает жара, во многих домах начинают готовить напиток из ячменя, пшеницы, проса и кукурузы – максым. Также у нас много любителей бозо. Его делают из пшена, проса и дрожжей. Он имеет легкий градус. Что попробовать в Кыргызстане, решать каждому, ведь разнообразие очень велико. Но совершенно точно кыргызская еда не оставит никого равнодушным. Таджикская национальная кухня отличается большим разнообразием. Насчитывается десятки видов различных блюд – мясных, молочных, мучных, овощных и других. Сами способы приготовления и потребления пищи различны и многообразны и варьируются от региона к региону. Например, таджикские слоеные пирожки с мясом, зеленью или тыквой. Очень вкусные, сытные, ароматные и калорийные. Король блюд – это таджикский плов, который вошел в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Оши палав является традиционным блюдом в Таджикистане, где он считается частью общего культурного наследия.
Он готовится из риса, мяса и специй. При этом существует до 200 вариантов рецептуры. В Таджикистане, как и принято в Средней Азии, самсу пекут в тандыре. Но хорошая мастерица приготовит самсу и в домашнем духовом шкафу. А это блюдо называется курутоп. Легкое и в то же время очень сытное блюдо. Главные ингредиенты — слоеная лепешка, фатир и кисломолочный продукт чака или курут. Также у нас пользуется популярностью угро-плов, мастоба, естественно, шашлыки, манты, ощитупа, шурбо, кабоб, котлама, шавля, салаты, закуски, ширчой. В общем, сотни таких вкусных блюд. Но приезжайте сами, попробуйте, я вам гарантирую, что вы не пожалеете. Уже время, а меня пригласили на Оши Нахор. Покушаю-ка я оши палав.